Тему добычи нефти в Абхазии не обсуждал только ленивый. Если поначалу людям сложно было разделить правду от лжи, всего за несколько недель до Нового года стало понятно – подготовка к добыче нефти идет полным ходом. Когда тема получила широкое обсуждение, люди не только узнали множество нюансов, но и осознали, их мнения не спросили. Ни тогда, в 2014-м, ни сейчас. Государство пожелало управлять этим процессом единолично. И тут важна не столько сама благая идея, в которой нас так упорно пытаются убедить, а секретность, с которой велись переговоры и подписывались ущербные для страны документы. Когда мы начали уходить вглубь этой проблемы, то оказалось, что люди не знают элементарных вещей. Если говорить о двух проектах нефтяных, там Роснефть и Апсны-Ойл, то в случае с изучением этой проблематики, до того, как мы касаемся договоров, да, там тоже много всяких интересных моментов всплывает, но до того, как мы доходим до анализа этих договоров и прочих всяких последствий этих договоров и так далее, и принимаем их решений там, на политическом уровне, там, правовой анализ, экономический, экологический анализ, это целый комплекс мер, который необходимо будет проводить, если мы хотим действительно изучить проблему. Но до всего этого мы должны увидеть, как заходили эти два проекта в Абхазию. Первый проект, что касается Роснефти, с 2010 года начиная, публичным образом объяснялось людям, какая это территория, что за акватория будет выделена, какие возможные риски и так далее. Ну, то есть много чего было проговорено. И таким образом мы можем сказать, что в случае с проектом Роснефти мы имеем ситуацию, когда проект был достаточно публичен, он достаточно был открыт. Конечно, там есть очень много всяких недоработок, на взгляд вот нашего движения. Но сказать, что этот проект как бы появился из ниоткуда, нельзя. Но что касается проекта Апсны-Ойл, здесь совершенно другая ситуация. То есть люди вообще ничего не знают. Сами эти соглашения в свое время подписывались, ну, если не тайным образом, то точно в закрытом режиме. Как только мы начинаем говорить о том, что вы знаете, что вообще территорию, которую выделили под это дело, да, под изучение, разведку и дальше добычу, это 20% территории страны. И люди в шоке. Как можно говорить, что этот проект открытый, прозрачный, да, когда у нас политики, да, там, скажем, президент дает интервью, еще кто-то, они говорят, что этот процесс был открытым. Как он был открытым, если граждане нашей с вами страны не в курсе вообще, какая территория выделена огромная? Когда принимается столь серьезное решение, руководством страны хотелось бы, конечно, чтобы для общества все эти действия были абсолютно прозрачны и понятны. И мы сталкиваемся с очень непонятной ситуацией, когда таким моментом единения политических сил, оппозиционных и государственных сил является вопрос нефти. Они в подавляющем большинстве занимают позицию, честно говоря, до сих пор непонятной мне структуры. И это вызывает изумление с одной стороны, с другой стороны отрезвляет очень сильно, потому что мы все еще не понимаем, что это за структура, кто за ней стоит, кто является официальными учредителями этой структуры. Пусть нам покажут документы, пусть нам покажут офис этой компании, в которой работают люди. Я считаю, что все еще абхазскому обществу ответы не были даны. Во-первых, ключевой ответ не дан, почему решение по такому важному вопросу можно принимать, не спросив у абхазского общества. Есть очень высокий процент недоверия по этой теме, поэтому я считаю, что все стороны заинтересованы в том, чтобы до конца в этой ситуации разобраться. Все попытки замять шумиху вокруг данной темы, очевидно, провалились. Рассекречено множество документов, которые наглядно продемонстрировали. Природными ресурсами Абхазии пытаются орудовать не в интересах страны. Вопросом вновь занялся парламент Абхазии. И несмотря на длительные споры вокруг данной темы, высказывания людей, государство не приняло никаких попыток приостановить процесс или хотя бы как-то его обсудить. Сейчас вот этот вопрос остро обсуждается, насколько необходимо приостановить работы, пока вот комиссия будет работать, или параллельно
будет вести работа. Вот это сейчас вопрос остро обсуждается, и пока у нас единого мнения нету, у каждого свое видение и свое мнение, но мы, когда работа комиссии начнется, мы экспертов подключим и будем принимать решения. Пока вот нас, честно говоря, беспокоит, вот почему было принято решение о создании комиссии, чтобы детально изучить. У нас вот на сегодняшний день, мы еще раз тогда я это уже говорил, что у нас отсутствуют те бумаги, которые нам экологические и техногенные гарантии безопасности мы пока не видим. И, правду говоря, нас еще вот беспокоит тот вопрос, что на сегодняшний день Апсноил не располагает финансовыми средствами, своими финансовыми средствами, чтобы разрабатывать месторождение. Самое главное нас беспокоит это какие доходы и поступления в бюджет, это экономическое наше развитие какое будет, и самое еще второе основное это экологическая наша безопасность. Пока на первый взгляд у нас соглашение ущербное для нашей страны. И если это мы в ходе работы комиссии это выясним, мы свое заключение дадим и выйдем с предложением нашему руководству. Я очень сильно сомневаюсь, что мы придем к тому, что это нас устраивает, потому что на сегодняшний день по закону о недрах у нас за пользование недрами именно углеводородное сырье, нефть прописано, что ставка от 15 до 25%. И эта ставка у нас даже сегодня не определена, это будет определять кабинет министров. Но, по моему мнению, многих коллег, 25% это ставка заниженная. И вот поэтому мы считаем, что такие ставки ущербны для нашей страны. За все это время мы так и не получили внятного ответа на главный вопрос. Почему нынешняя власть, которая в недавнем прошлом была категорически против добычи нефти, не только не закрыла тему, а наоборот продлила ущербный для страны договор. С 2015 года вы знаете, что была комиссия создана, и работа комиссии по сути была завершена, но отчет о итоге комиссии мы не успели утвердить при старом созыве, и я был абсолютно убежден, что раз уж ситуация известная, во-первых, во-вторых, вы помните, как рьяно отстаивали позиции нефтедобычи нынешней власти, будучи в оппозиции. Честно говоря, именно эту позицию я всегда отстаивал вместе с ними. То есть в том числе ходил на митинги, на которых активно обсуждалось, что это нам не нужно. И я для себя почему-то был глубоко уверен, что так или иначе, вот на такой шаг эти люди не пойдут, потому что был абсолютно убежден, что хоть что-то должно остаться из того, что вы говорили или обещали людям. То есть были какие-то краеугольные камни в оппозиционной деятельности, вокруг чего развивалась сама оппозиционная деятельность нынешних властей и еще при прошлой оппозиции. Стало большой, для меня, по крайней мере, стало большим удивлением, что совершенно случайно мы обнаружили в консультанте эти договора. Что еще странно, что документ был подписан в тиши кабинетов, и никто об этом, по крайней мере я и ряд депутатов, которые сейчас об этом узнали, мы не знали об этом. Это цепь случайных событий. То есть они в августе подписывают договор так тихо, что об этом не знают даже многие министры. В ходе работы, просматривая документы, обнаружил уже в ноябре, в декабре месяце, что за подписью прошлого премьер-министра Барцыц обнаружил новый договор. И история стала раскручиваться по спирали. То есть это была цепь случайных событий. Лично я был абсолютно убежден, что на такой шаг нынешней власти не пойдут. Учитывая их прошлые взгляды, учитывая то, с каким упорством они отстаивали этот вопрос, учитывая то, какое количество вообще ими было спровоцировано мероприятий, заседаний парламентских, и вы видели заседание Координационного совета, и на митингах активно. И это было одно из главных требований и претензий к прошлой власти. В это же время Генеральная прокуратура приступила к проверке фактов, озвученных депутатом парламента Алмасом Джапо на расширенном заседании парламентского комитета. А пока идет эта самая проверка, народные избранники ищут способы приостановить процесс, запущенный еще в 2014 и продленный уже в наши дни.
России. Когда я начал работать с этими документами, с договорами, соглашениями, законом о недрах, с Конституцией, я увидел прямое противоречие нашей Конституции и закону о недрах, который впоследствии дала возможность подписать уже договора, соглашения с частной компанией, которая находится за пределами территории Республики Абхазия. В частности, наша Конституция четко определяет, что являются собственностью народа. То есть природные ресурсы – это собственностью народа, это ключевой момент. А уже закон о недрах идет в прямое противоречие, потому что эти недра могут находиться как в частной, как в государственной, так и в муниципальной собственности. То есть, на мой взгляд, не могут быть недра, там, и в том числе полезные ископаемые в частной собственности. Они находятся в собственности государства. Противоречие такое прямое пошло, потому что полезные ископаемые, добытые, могут быть частной собственностью только тогда, когда будет определенный законный порядок. Понимаете, это ключевой момент. То есть должен быть определен законный порядок, когда недра переходят в частную собственность. Этого нет. Сам законопроект, когда принимался, он тоже не просто принимался. Это был 2003-2004 год. Мы видим документы, когда Владислав Григорьевич Арзумба, первый президент, он наложил вето на принятие этого закона. То есть, значит, возникали вопросы. Понимаете, были определенные проблемы, были определенные опасения. Ведь не просто так в Конституции прописали, что природные ресурсы являются и принадлежат нашему народу. Это ключевой момент. На этом строятся основные наши такие вот государственные интересы и безопасность нашего государства. Еще один нюанс – экономическая целесообразность. Мнения как специалистов, так и простых людей и тут разделились. Одни уверены, нефть необходимо добывать, другие же более категоричны. Нефть – зло и принесет Абхазии только беды. Я убежденный противник нефти. И если говорить вот в полной мере о моей позиции, то я не могу утверждать, что бывают в жизни государств такие, не знаю, такие случаи, где очевидно можно поставить вопросы о нефти, если нет других источников ресурса. И моя позиция заключается в том, что нефть это тоже ресурс, но это последний ресурс, который мы можем рассматривать. Однако, конкретно этот случай, который мы сейчас рассматриваем, он касается не вопроса нефтедобычи как таковой, а вопроса случая подписания договоров с компанией Absno Oil. Крайне ущербных, настолько ущербных, что мне кажется, прямо сейчас позиция тех, кто против добычи нефти, и тех, кто за добычу нефти, она, по сути, в моем понимании, она теперь одна. Неважно, нужно ли добывать нефть или не нужно, в данном случае, по данным договорам, мы не разбогатеем. Уровень жизни наш останется на таком же уровне. Вот не на грамм больше. Может быть, государство получит какие-то незначительные суммы, но в условиях, когда наш бюджет большей частью состоит из финансовой помощи российской стороны, мы даже эту часть не восполним, понимаете? Любой гражданин должен понять, вне зависимости от того, будет ли компания Absno Oil добывать нефть или не будет, это на полграмма не улучшит условия нашей жизни. И в этом отношении совершенно точно, что общество должно сказать однозначно нет вот подобным договорам. И компании Absno Oil сказать нет. И людям, которые подписывают вместе с ними подобные договора. Это не улучшит образа нашей жизни. И ни о какой экономической эффективности в случае реализации этого проекта речи не идет. В самом лучшем случае, я не знаю, какие-то не очень значительные деньги, которые мы даже не заметим. Многие считают необходимо менять закон, чтобы подобные вопросы больше никогда не будоражили абхазское общество. Некоторые даже уверены, что только новая законодательная база может остановить запущенный механизм. При этом и одни, и другие забывают, что даже в случае принятия идеального закона, в котором будут учтены все нюансы, на уже подписанные соглашения он не будет никак влиять. Причина одна – закон не имеет обратной силы, а это значит, что подписанные государством и с Роснефтью, и с Absno Oil соглашения отмене не подлежат. На общем фоне той дискуссии, которая разворачивается вокруг темы нефти, больше всего меня интересует вопрос, почему действующая власть
когда получила возможность, не осуществила расторжение этих договоров. Насколько мы все помним, в начале своей предвыборной кампании, вообще в течение 10 лет оппозиционной деятельности, действующее руководство страны активно, было активным противником добычи нефти в Абхазии. Мы уже не обсуждаем вопрос, как были заключены договора, это отдельная тема, но в 2015 году и в 2018 году у руководства страны была возможность эти договора расторгнуть. Там в каждом из этих договоров есть существенные условия, которые не были выполнены компанией «Роснефть». В частности, компания «Роснефть» не смогла своевременно в те сроки, которые были определены самим договором, закончить геологическое исследование и осуществить разведку с помощью 2 скважин. Что касается второй компании «Апснойл», то она вообще не предпринимала никаких мер с момента получения лицензии, никаких действий не предпринимала. И ни работ по геологическому исследованию, говоря уже о разведке. Но тем не менее руководство нашей страны продлило сроки геологического исследования. Причем продление этих сроков было безоговорочным, безусловным. То есть мы могли потребовать, по крайней мере, улучшения каких-либо условий для нашей стороны. Этого не произошло. Мы имели потенциальную возможность расторгнуть этот договор и без каких-либо правовых и экономических последствий для себя. Чтобы вы понимали, в 2015 году было письмо руководства компании «Роснефть» в адрес правительства Республики Абхазия в очень таких мягких тонах с просьбой продлить сроки, потому что компания понимала, что не выполнила условия, свои обязательства. После того, как руководство нашей страны продлило эти сроки, и через некоторое время возникла парламентская комиссия, та же самая компания «Роснефть» следующим своим письмом фактически сформулировала угрозу, что в случае прекращения всех этих проектов Республика Абхазия обязана будет компенсировать все эти расходы. К тому моменту, в 2015 году, это было порядка 1,5 миллиарда рублей. В данный момент это уже свыше, я думаю, порядка уже 20 миллиардов. По крайней мере, они тогда заявили, что порядка 20 миллиардов они собираются инвестировать в проект. То есть теперь мы уже в более сложной ситуации оказались, причем оказались в этой ситуации благодаря действиям действующей власти. Еще на что я хотел бы обратить внимание, в парламенте Республики Абхазия один из премьер-министров, имеющий отношение к продлению этих сроков, Беслан Константинович Барцыц, сослался на то, что президент, исполнительная власть была в сложной ситуации, что она была связана определенными обязательствами перед этими нефтедобывающими компаниями. В действительности ничего подобного не было, потому что условия договора мы все читали, там черным по белому написаны существенные условия, четко расписаны условия, при которых договор может быть расторгнут. И в 2018 году, в 2015 году мы могли без каких-либо проблем абсолютно для себя поставить точку в этом вопросе, окончательно, бесповоротно. Или если общество приняло бы решение все-таки добывать нефть, по крайней мере, выторговать для себя более существенные, более полезные, более выгодные для нас условия, чем те, которые мы имеем сегодня. Чем закончится нефтяное противостояние, сказать сложно. На данный момент ясно одно. Абхазское общество не желает мириться с существующей постановкой вопроса. И как ни крути, замолчать тему не соглашается. Более того, в этом вопросе впервые за много лет общество демонстрирует сплоченность и солидарность, несмотря на внутренние разногласия и разнополярную политическую ориентацию.